Это студия на открытом воздухе. В эфире программа Ice News, и я ее ведущая Саргалана Неустроева. Дагуйдан Винокуров и Мичил Неустроев продолжают свое путешествие до Лондона. Якутский художник Семен Луканси стал победителем всероссийского конкурса художников. Фотограф-любитель из поселка Айхал 2 месяца фотографировал северное сияние. На территории парка Ленские столбы проводится зимний маршрутный учет. ЗМУ проходит с целью определения видового состава и численности животных и подсчитывает сразу целый ряд видов – копытных, хищных и зайцев. Так, по итогам работы сотрудники парка пришли к выводу, что изюбревых стало больше. Были найдены и следы волка по берегу и на реке. В день затирки лиса не появлялась, а вот следы соболя, белки все те же, как и в прошлом году. Якутия стала лидером по восстановлению лесов на Дальнем Востоке в 2020 году. Так, за прошлый год республика восстановила 73 тысячи гектаров леса и заняла лидирующие позиции по лесовосстановлению на Дальнем Востоке. Второй результат у Хабаровского края – это более 63 тысяч гектаров. Отмечается, что всего в России площадь восстановленного леса составила более 1 миллиона гектаров. Мы продолжаем следить за путешествием Дагуйдана Винокурова и Мичила Неустроева. На сегодняшний день всадники преодолели порядка 260 километров. По сообщению пресс-секретаря проекта, вчера путешественники переночевали в местности Шаман-Ручей, а уже сегодня должны достигнуть Теплого Ключа. Впереди Дагуйдана и его напарника ждет Хандыга. Однако основным местом ближайшей дислокации станет село Баяга Татинского района. Там экстремалы проведут несколько дней, хорошенько отдохнут и снова двинутся в путь. Пользователь ТикТока и Инстаграма из Якутии Панда Саха удивляет подписчиков краткими зарисовками жизни в якутской деревне. Видео в его профиле набирает по 1 миллиону просмотров, а сам аккаунт мужчины насчитывает более 500 тысяч подписчиков. При этом сама платформа позволяет выйти за рамки сообщества, и творчество мужчины уже заинтересовалось иностранные пользователи. Тем временем путешественник Александр Еликов также знакомит пользователей ТикТока с бытом якутских глубинок. Так, на одном из видео экстремал запечатлел забавную особенность жителей села Русское Устье. Как в Русском Устье вы знаете, что дома никого нет? А вот так, лопата стоит, дверь подперта. Дома никого. Как в Русском Устье вы знаете, что дома никого нет? А вот так, лопата стоит, дверь подперта. Дома никого. Как в Русском Устье вы... В Якутске состоялась пресс-конференция первого молодежного фестиваля «Мусустар». Цель проекта – поддержать силу, талант, креативность и прогрессивность молодых людей. При этом это первое и самое масштабное событие в Якутии для молодежи, которое станет ежегодным. Фестиваль стартует 27 марта и будет включать несколько программ с более чем 10 интерактивными площадками и мастер-классами. Едут очень известные хедлайнеры, да, во всем мире и в целом по стране, таких как Данила Козловский, олимпийская чемпионка Алина Загитова. Ведущими нашего фестиваля станут Антон Камолов, Михаил Галустян. Также приедут Союз мультифильм. Они проведут очень хорошие мастер-классы для молодежи, которые именно заинтересованы по этим направлениям. Якутский художник Семен Луканси стал победителем всероссийского конкурса профессиональных художников «О чем твоя Россия» в номинации «Россия. Страна возможностей». Полотна победителей в этой номинации будут выкуплены за 700 тысяч рублей фондом «Галерея старых». Конкурсная работа, по словам художника, должна была повествовать о социальных, экономических и инфраструктурных проектах. Луканси написал картину «Сила Сибири», изобразив на ней работников магистрального газопровода. Призовой же фонд конкурса составил 10 миллионов рублей.
вот эти. Известную телеведущую Ксению Собчак встретили в селе Амга. Напомним, ранее звезда заявила о желании встретиться с режиссером нашумевшего фильма «Пугало» Дмитрием Давыдовым. Ранее по прилету в Якутск Ксения встретилась и с главой республики Айсеном Николаевым. Они обсудили феномен якутского кино и дальнейшие планы развития киноиндустрии. На память глава республики подарил телеведущий альбом о ее отце. Я думаю, что... Итальянский велосипедист-экстремал Лоренцо Бароне вновь отправился в путь. Об этом путешественник сообщил в своем инстаграме. Так, Лоренцо выразил сожаление о том, что из-за вынужденного отдыха выехать получилось намного позже, чем планировалось. И хоть дорога та же, это уже не та поездка, о которой мечтал экстремал. Напомним, в прошлую свою попытку осуществить путешествие по самой северной трассе в мире Лоренцо повредил колено. О якутском мандалорце узнали за рубежом. Накануне чилийская CNN рассказала о работе якутского косплеера Аяла Федорова и построенном им космическом корабле из сериала «Мандалорец» культовой звездной саги. Так, в посте в Инстаграме на социальной странице CNN Чили поделились с подписчиками информацией о том, из чего сделан звездолет, сколько он весит и какого размера. Две сотни снимков с северным сиянием удалось сделать фотографу из поселка Айхал Мирнинского района. Уникальные кадры Руслан Ахмедсафин делал на протяжении 2 лет. Сияние удается запечатлеть ночью, на это уходит по 2-3 часа. При этом большим подспорьем для фотографа стали прогнозы северного сияния. Сказочное явление Ахмедсафин фотографирует на протяжении 20 лет. При этом работы якутянина 2 раза занимали призовые места на международных конкурсах. Получается видеть и снимать в основном зеленые сияния. Бывает сияние, как художник рисует образы животных и ангелов, цветов и бабочек. Но это может быть что угодно. Главное иметь хорошее воображение. Фотоаппарат у меня хороший. И это, я думаю, можно видеть на фотографиях. Конечно, лучше магию северного сияния наблюдать непосредственно вживую, своими глазами. Это очень волнительное, эмоциональное действие природы. Перейдем к прогнозу погоды. Сегодня в Якутске преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха -10, -12 градусов. На территории республики в ближайшие дни синоптики обещают местами небольшой снег. На юге и западе поземки при ветре 9-14 метров в секунду. На побережье метели при ветре 18-23 метра в секунду. Самая низкая температура на сегодняшний день зарегистрирована в селе Быков-Мыс Булунского района. Это -26 градусов. Ну а настоящее потепление уже наступило на юге, в селе Тяня Алекминского района. Там -2 градуса. Это были самые холодные новости. До встречи!